Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы рады видеть вас на презентации магистерских программ Акмулинского университета. Меня зовут Гульгина Багаудинова, и сегодня я помогу вам поближе познакомиться с ними. Сегодня со мной в студии факультет башкирской филологии, а именно декан факультета башкирской филологии, доктор филологических наук, профессор Хусейнова Ляля Митхатовна, а также магистрант первого курса обучения Кинябаев Инсур Исрафилович. Здравствуйте, добрый день! Здравствуйте, Хайрликан. Мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые зрители, можете задавать свои вопросы к нам в чат, ответы на которые прозвучат в конце нашего эфира. Я думаю, мы можем начинать, потому что время нашего эфира ограничено. Ляля Митхатовна, расскажите, пожалуйста, какие магистерские новые программы будут в этом году? Хайрликан, добрый день еще раз. Мы традиционно предлагаем две программы. Как правило, одну программу мы предлагаем ту, которая уже имеет определенный опыт, то есть апробацию прошла. Это программа «Теория и методика обучения родным языкам и литературе». По этой программе мы одну группу набрали. Вот заканчивает первый курс. Программа оказалась очень востребованной. По этой программе обучается на очном отделении. То есть выпускники могут прийти, продолжить учебу очно. Другая программа, совершенно новая программа, называется «Восточные языки профессиональной деятельности». Эта программа мы предлагаем в заочном формате, то есть набираем студентов, магистрантов на заочную форму обучения. И здесь предполагается обучение двум языкам восточным. Это турецкий язык и арабский язык. Арабский и турецкий тоже для нас знакомы, эти языки. У нас есть бакалавры, которые завершили учебу по этим направлениям. И мы предполагаем, что на эти программы придут иностранные студенты. Очень здорово. А как вы думаете, кем будут работать ваши выпускники после магистратуры? Наше направление, общее направление, это педагогическое образование. Поэтому мы бы, конечно, хотели увидеть своих выпускников, магистрантов в образовательных организациях, это школы, вузы. Магистранты, например, могут работать после окончания магистерских программ в вузе преподавателем. А вот бакалавриат, они в первую очередь это школы, гимназии и средние специальные учебные заведения. Но опыт показывает, что получив образование по нашим программам, наши выпускники, они работают в разных областях, что связано с языками, и административную работу тоже успешно выполняют, журналистика для них близка. То есть они в основном находят работу в творческой деятельности, можно сказать. Очень здорово. В принципе, такая очень обширная, да, широкий сфера. Спектр. Отлично. Инсур, а ты на данный момент работаешь, так? Поделись опытом. Можешь ли, как вообще совмещаешь учебу и работу? Сложно ли? Моя работа как раз-таки связана с творчеством. Как вы знаете, у нас в университете с творчеством очень дружат, поэтому я после обучения в бакалавриате продолжил работать в сфере творчества, и магистратуру совмещать получается. Преподаватели всегда идут нам навстречу, помогают. Наше расписание составлено удобное для нас время. Мы обучаемся в основном вечерами, то есть это очень удобно, и в принципе никаких проблем у нас нет с обучением. А как ты вообще выбирал магистерскую программу? После окончания бакалавриатуры как-то не задавался вопросом другого направления выбора магистратуры, сразу же пошел в свой родной факультет, чтобы уже полностью завершить свое обучение. Очень здорово. Тем не менее, Инсур не сказал, где он работает. Я работаю в отделе культуры и молодежной политики района. То есть определенный опыт он получил, да, конечно. будучи бакалавром. Ляля Митхатовна, расскажите, пожалуйста, а вообще чем занимаются ваши студенты? Какие научные проекты? Магистранты в первую очередь выполняют учебный план. Есть набор предметов, которые они должны в рамках учебного плана выполнить, изучить и сдать зачеты и экзамен. Но наша жизнь такова, мы не можем ограничиться уроками, поэтому мы привлекаем, и они с удовольствием участвуют во всех проектах, и в научных, и творческих. И на данный момент, вот в этом учебном году, наш факультет работал и работает уже над 3 проектам. 3 проекта мы уже реализуем. И это, в первую очередь, первый проект, который мы выиграли, мы сами башкиры, Бедуды Башкортар, совместная работа с магистрантами. Второй проект получил название «Остаз». С февраля мы начали работать. Здесь тоже принимают участие у нас наши студенты и магистранты. И третий проект, буквально недавно мы начали работать над реализацией, это
работа по полилингвальным школам. Вот, кстати говоря, о проекте «Мы сами башкиры». Мне сказали, что у вас есть небольшой видеоролик. Да. Думаю, мы можем их посмотреть. Внимание на экран. Hayırlı gün, hammahadır, milletteşler, yakın kardeşler, karşılayır hırlı, kulas yayıp, bulak itip, kaynar selam der. Хайрлы күн! Soğuktu gün, Мераба! Добрый день, уважаемые друзья, наши слушатели! Перед тем, как начать урок, мы предлагаем вам сделать фонетическую разминку башқұрт тілінде дұрыс сөйлешер үшін тілмәрді шымартып алабыз. Давайте повторим с вами звуки и ижиктәрді қабатлап өтеміз. Слоги. Ү, У, Қ, Г, В, Х, Ф, Ң. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Ü, У, К, Г, В, Х, Ф, Ң. Һәм шулай ук ижиктәрне кабатлап үтәбез. Мә, нә, тә, кө, ры, фа, га, ка, ва. Повторяем, пожалуйста, за мной. Мә, нә, тә, кө, ры, фа, га, ка, ва. Афарин, молодцы. Продолжим фонетическую разминку. Давам итебит. Баштан тыңлагыз. Сначала послушайте. Д, Höylәшәм башкорт телендә. Д, укыйм башкорт телендә. Га, хокланам был дөньяга. Давайте попробуем вместе. Д, Höylәшәм башкорт телендә. Д, укыйм башкорт телендә. Это был как раз-таки небольшой видеофрагмент вот этого проекта «Бедуды Башкортостан. Мы сами башкиры». Давайте поговорим про этот проект. Сколько участников в данном проекте сейчас? В рамках проекта нашими специалистами и преподавателями, магистрантами нашего факультета разработана международная научно-образовательная платформа, так и называется. Мы сами башкиры, Башкортостан. Кстати, если интересуетесь, ссылка у нас на нашем сайте есть, можно пройти регистрацию. И платформа содержит очень интересную информацию о Башкортостане и не только. Проект направлен на тех башкир, которые проживают за пределами Республики Башкортостан и за пределами России. И основные участники – это 3 региона, точнее, наверное, страны. Это Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. И в последний момент к нам еще присоединилась Турция. Представители наши современники, башкиры, которые проживают в этих странах, они тоже ведут работу по распространению башкирского языка, по развитию башкирского языка. И вот информация здесь вот в одном месте все это мы собрали. И здесь же еще представлены лекции по интересным
направлениям. Это не только башкирский язык и литература, здесь и киноискусство Башкортостана, и театральное искусство Башкортостана, и другие направления. Здесь размещены интересные книги, которые посвящены башкирскому народу и культуре башкирского народа. Вот поэтому здесь очень даже в двух словах невозможно это рассказать. Лучше, наверное, пройти регистрацию и самим уже стать участником или полноценным участником этой платформы. Кстати, без регистрации всю информацию не получите, поэтому предлагаю всем пройти регистрацию. Приглашаю на нашу платформу. Да, конечно. А вообще могут ли магистранты участвовать в таких грантовых проектах? Инсор, расскажи. Наверное, да. Как вы сейчас увидели на видео, я был именно учителем. Мы вместе с магистрантом, также второго курса, с Альбиной Акмурзиной, преподавали для наших иностранных студентов, для наших гостей именно эти уроки. У нас там 20 уроков, и все они организованы именно нами. На помощь приходили все наши одногруппники, помогали составлять план конспекта, помогали находить информацию для уроков. И Альбина писала план конспекта, мы в общем все вместе с магистрантами и вместе со студентами, с преподавателями все это организовывали. Конечно, на грантах можно принимать участие магистрантам, и это только хорошо. Все, на учебу все это хорошо только влияет. Уроки непостановочные, действительно, все 20 уроков провели. Да. Там принимали участие учащиеся, скажем так, в кавычках. Это вот те самые башкиры, которые проживают за рубежом. И плюс они еще привели казахов, киргизов. Они изучали башкирский язык, потом писали слова благодарности Инсору, что он так хорошо объяснил башкирский язык, что они определенный уже минимум имеют, они уже могут разговаривать на башкирском языке. Да, к концу нашего курса мы уже познакомились со всеми, ко всем уже по именам всем обращались, у всех спрашивали, со всеми интересовались и узнавали, и их культуру тоже в том числе. Все очень интересно проходило. Да. В принципе, в рамках проекта Инсор нашел себе очень много друзей. Да, конечно. Отлично. Также, думаю, наших зрителей волнует вопрос об общежитиях. Предоставляется ли магистрантам место? Магистрантам дневного отделения действительно общежитие предоставляется. Об условиях, наверное, Инсор немножко расскажет. А те, кто будет обучаться на заочной форме обучения, им не предоставляется общежитие. Если только они не работают в стенах нашего вуза. Если же сотрудники, заочники, то тогда уже могут претендовать на место в общежитии. Инсор, а что скажешь об условиях проживания? Я сейчас в магистратуре не проживаю в общежитии, но могу рассказать про их условия. Я не думаю, что за год это все изменилось. Прекрасный ремонт, шикарное общежитие. Да, со всеми удобствами в комнате. При хороших оценках потом переселяют в двухместное общежитие, двухместные комнаты, точнее, где все те же условия сохраняются, прекрасное общежитие, очень весело, все проходит. Плюс ко всему еще это близко расположено, тоже немаловажно. То есть время на дорогу нет необходимости оставлять, то есть они вовремя приходят на занятия. В пешей доступности. Отлично, очень здорово. Я также знаю, что бакалавры факультета башкирской филологии очень активны в творческой жизни нашего вуза. А как с этим обстоят дела у магистрантов? Так, про творчество, наверное, сейчас Инсур может добавить, но я могу сказать одно, что магистранты хорошо нам помогают, можно сказать, продвижение научной деятельности студенческой. То есть они больше принимают участие в конференциях научных, в грантах, и публикаций очень у них много, тоже все это почет мы берем. Вот в этой области их работ много. По творческой части магистранты никак не обделены, так же, как и бакалавриат, могут принимать участие во всех мероприятиях без проблем. Спортивные у нас Идрисов Хадис продолжает работу и будущий магистрантом, да, ведь по спортивной деятельности? Спортивные то же самое, могут также ходить на все секции, все кружки, никаких ограничений нету для магистрантов также. Отлично. Я также знаю, что на факультете уделяют большое внимание изучению восточных языков. А есть ли интерес у зарубежных абитуриентов? Предполагаем, что на заочное отделение к нам придут, но не только на заочное отделение, у нас на дневном отделении тоже есть иностранные студенты. Иностранных студентов эти языки интересуют, потому что это не совсем посторонние, какие-то чужие, скажем так, новые языки. Наш башкирский язык тоже в какой-то степени это восточные языки входят, поэтому желающих и было, и сейчас, наверное, будут. Мы специально даже приглашаем, мы делали в рамках проекта «Мы сами башкиры»,
презентовали свои программы. И вот на восточные языки ждем студентов, иностранцев. Это очень отлично, что к нам могут поступить из-за рубежа. Я хотела бы также напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и, уважаемые зрители, вы можете задавать вопросы, касающиеся поступления в магистратуру, к нам в чат. Они уже начали поступать, мы на них ответим в конце нашего эфира. Инсур, давай поговорим о причинах поступить в факультет башкирской филологии на магистратуру. Давай 3 причины. В первую очередь это уже семья. Факультет башкирской филологии — это уже знакомые преподаватели, которые всегда помогут, всегда поддержат. В вторую очередь, после бакалавриата ты не можешь преподавать в высших учебных заведениях, поэтому магистратура как бы обязательно идет после бакалавриата для меня, просто как завершение этапа, то есть полностью ты можешь преподавать везде, где захочешь, поэтому в магистратуре пошел. В-третьих, даже не могу сказать. Поддержка с вуза, так же, как и бакалавриата, в магистратуру поддерживают, никак не обделяют, поэтому, я думаю, в принципе. Могу добавить 4. У нас после магистратуры мы можем предложить аспирантуру, своя аспирантура на факультете, поэтому они могут продолжить свою научную работу в рамках уже аспирантуры. Отлично. Лилия Митхатовна, давайте посоветуйте нашим зрителям, как стоит готовиться к вступительным экзаменам. Вступительные экзамены магистратура предполагает это реферат, написание реферата. Темы предварительные у нас определены, они это в доступе, можно заранее подготовиться к написанию этих рефератов. И второе испытание – это тестовые задания. Тестовые задания, конечно, мы тестовые задания заранее Не публикуем. не распространяем, но тем не менее программа у нас утвержденная имеется, программа тоже размещена. По программе мы уже по своим программам, там указана литература необходимая, которую нужно изучить заранее, какие вопросы, примерные вопросы будут отражены в тестовых заданиях, тоже указаны. То есть заранее есть необходимость, потому что конкурс имеется, в прошлом году тоже конкурс был, мы будем отбирать уже по баллам, кто сколько баллов наберет, поэтому приглашаю уже начать подготовку. Возможно, кто-то начал уже. Спасибо большое за такую небольшую беседу. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Нам также, если сейчас наши специалисты выведут список направлений, давайте мы их тоже прокомментируем. Вот здесь направление педагогическое образование, направленность теории, методика обучения народным языкам и литературе. Это вот очное отделение. Всего 16 бюджетных мест, это немало. И на коммерцию набираем еще желающих, еще 14 мест. Экзамены, вот я уже проговорила. Комплексный экзамен включает это написание реферата и тестовые задания. Заочное отделение тоже направление педобразования. Программа называется «Восточные языки профессиональной деятельности». В скобке указано ДОТ, то есть дистанционная форма обучения здесь предполагается. Или, если простыми словами, то есть зимой на сессию магистранты не приезжают, они будут очно учиться только в летнюю сессию. И на заочную форму обучения всего 16 бюджетных мест, также предполагается коммерция, 14 мест. Спасибо большое. В принципе, всю эту информацию можно найти на нашем официальном сайте bspu.ru в разделе для магистрантов. А сейчас, я думаю, мы можем пройти к вопросам, которые нам отправляли наши зрители. Вот спрашивают, какие дисциплины будут преподаваться на программе «Восточные языки»? На программу «Восточные языки» мы ждем тех, кто знает, имеет определенное уже представление о турецком и арабском языке. Но, тем не менее, если вы до этого не знаете, не знакомы с этими языками, мы их тоже готовы принять, потому что наши занятия, наши дисциплины запланированы, начиная с нулевого уровня. То есть фонетику, морфологию, лексику арабского и турецкого языков будут изучать. При этом группа будет разделена на 2 подгруппы. Одна группа полностью будет изучать арабский язык, вторая подгруппа будет изучать турецкий язык. При желании можно совместить. Но в любом случае по окончанию один из языков вы хорошо будете знать, владеть одним языком, как минимум. Также вот спрашивают, а можно ли взять тему вступительного реферата словообразования в тюркских языках на примере башкирского, татарского и турецкого языка? Да, правильно. Такие вот направления, вот как раз вот тематика схожа,
Такие рефераты мы будем принимать. Это подходит, да? Я думаю, что вот у нас уже один Радим Амурзаков, такой потенциальный, скажем так, наш абитуриент, уже заранее целенаправленно готовится. Да, в принципе, вопросы пока язык. что у нас в чате закончились. Уважаемые зрители, если у вас есть еще вопросы, пишите, звоните на факультет башкирской филологии. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам и рассказали о вашем факультете. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Ну, а мы вас, уважаемые зрители, ждем в нашем Акмулинском университете.